Ассаляму алейкум, азиз джилер. Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире радио Куреш, рубрика «Обзор прессы» и я, Асретли Лейла. Канадские наблюдатели не поедут на выборы в оккупированный Крым, сообщает «Зеркало недели». Канадские наблюдатели не поедут следить за ходом голосования в Госдуму России в оккупированном Крыму. Как сообщил Укринформу спикер МИД Канады Остин Жан, в этом канадская позиция полностью совпадает с мнением мирового сообщества и считает Крым неотъемлемой частью Украины. В соответствии с этим канадское бюро ясно дало понять, что не будет посылать своих наблюдателей в Крым, сказал представитель канадского МИД. Что касается возможного признания Канадой новой Госдумы, Жан заявил, Канада поддерживает официальные межправительственные отношения и не имеет практики признания парламентов. Европейские политики встретились с членами Меджлиса, сообщает КХ. Гости из ЕС прибыли в украинскую столицу на ежегодную конференцию ЕС, начавшую работу 15 сентября. На конференции приняли участие заместитель управляющего директора Европейской службы внешних действий по вопросам Европы и Центральной Азии, директор по вопросам России, Восточного партнерства Центральной Азии, регионального сотрудничества и ОБСЕ Люк Девень, руководитель парламента Восточного партнерства Дирк Шубель, руководитель политического отдела правительства ЕС в Киеве Фабио Делла Пьяцца, сотрудник политического отдела Овидио Виорел Нафтанейла. Гости еще раз подчеркнули, что европейский политикум остается принципиальным в вопросе непризнания оккупации Крыма и будет последовательно придерживаться этой позиции. Члены Меджлиса рассказали о притеснениях и попираниях прав человека на полуострове. Также отметили вопрос политических и экономических санкций в отношении России должен быть связан с ситуацией с правами человека в Крыму и не может рассматриваться отдельно от ситуации на Донбассе. Суд по делу 26 февраля. Потерпевшие не отработали сценарий по поводу действия Ахтема Чийгоза на митинге, сообщает радио Куреш. Вчера, 15 сентября, состоялось 14-е судебное заседание по делу 26 февраля в отношении заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза. В ходе судебного заседания были заслушаны так называемые потерпевшие: Вахлин Сергей Юрьевич, член самообороны Крыма, который неоднократно путался в своих показаниях. Бочаров Вадим Геннадьевич участвовал на митинге по собственным убеждениям, а с Ахтемом Чийгозом не знаком, о его действиях потерпевшему ничего не известно. И Герви Владимир Витаутасович, член 3-й роты народного ополчения. Как ни удивительно, но Чийгоза не знает и не видел, о его действиях пояснить ничего не смог. Подробно о ходе судебного заседания на своей странице Facebook написал адвокат Ахтема Чийгоза Николай Полозов. Больше новостей на сайте Куреш.Инфо. Это была рубрика «Обзор прессы» и я, Асретли Лейла. Данная программа выходит при поддержке Международного фонда Відродження. Оставайтесь с нами.